лечение мышьют, а мышь это. Потому что, когда я ложилась, я не могла даже голову держать. А сейчас у меня нормальное состояние. Без сна и отдыха они работают на износ, чтобы вылечить и спасти заболевших коронавирусом. Сказать спасибо врачам и поддержать их в нелегкое время. Для этого депутат Госдумы Юша Газгиреев передал для всех работников красной зоны продуктовые наборы. Волонтерский корпус «Единой России» оставляет презенты в другом отделении. По понятным причинам в инфекционное нельзя. Дай Бог, чтобы у нас была воля, возможность, чтобы вам помогать всегда. И вам, врачам, всем спасибо. То, что лечите наших больных, я говорю. Да, рясно, мяшли лучше. Тем временем врачи круглые сутки дежурят в красной зоне. Пациентов все больше. Сейчас в инфекционном отделении РКБ лечится более 150 больных COVID-19. Марьям Катиева на передовой в борьбе с опасным вирусом с первых дней пандемии. Вместе с коллегами ежедневно буквально погружается в лавину поступающих тяжелобольных людей. Разлука с семьей и родными, пожалуй, самые тяжелые испытания для девушки. Даже несколько дней я проводила в стационаре, вообще не виделась с родными. Даже не несколько дней, там это было 2 недели. Мы после работы ехали в гостиницу, а там опять отдохнув, ехали на работу. Поэтому 2 недели я не видела своих родных. И когда уже начали по-другому работать, к сожалению, тоже я прихожу вечером очень поздно и по 12-14 часов в день работаю. И у меня уже не было выходных, наверное, 3 месяца точно. Тяжелые условия работы, недели и месяцы без выходных. В таком напряженном ритме недалеко и до профессионального выгорания. Но медики находят силы на борьбу. Особенно приятно бывает, когда понимают, что люди это ценят. Мы очень благодарны. Одно то внимание, не сколько содержимое подарков, а то внимание, которое оказывается депутатским корпусом, вообще в республике, это дает возможность врачам еще более интенсивно работать, быть внимательнее к больным, так и выполнять свои функциональные обязанности в полном объеме по отношению к тяжелым пациентам и пациентам, вообще поступающим в ковидную зону. Мы надеемся, что это небольшая акция поддержит наших врачей, которые рискуют жизнями ради нас, и, может быть, подаст пример другим людям, которые будут не критиковать врачей, а, может быть, немножко их поддержат в трудный момент. На этом добрая акция не завершается. Далее волонтеры «Единой России», помощники депутата отправляются в Насыркорскую амбулаторию. Там на учете состоят более 50 больных коронавирусом. Число растет с каждым днем. Мы решили посетить несколько семей, которые крайне нуждаются в продуктах, лекарствах. Есть у вас такой список? Вы можете мне дать список больных, проживающих именно здесь, в вашем участке? Со списками в руках волонтеры навещают больных, находящихся на амбулаторном лечении. В сумках необходимые медикаменты и продуктовые наборы. Большая продуктовая помощь. Еще одна семья – Евлоевых. Они уже неделю находятся на карантине. Каждый раз, когда обращаемся, они Подобная добрая акция далеко не первая и не последняя в регионе. Таким вниманием и жестом активисты в лишний раз напоминают, что вместе противостоять можно любой беде и победить коварный вирус. Но для начала каждый должен сделать для этого хотя бы минимум – соблюдать меры предосторожности. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.